Каким образом происходит процедура предоставления участка, если его нет в кадастре и его необходимо преобразовать? Здравствуйте, Михаил Михайлович. Если вы подаете заявление на ту территорию, где не сформирован земельный участок, то еще одна особенность данного закона заключается в том, что образование земельного участка происходит на основании схемы размещения земельного участка по данному закону. Не требуется межевых работ, кадастровых работ. Достаточно только одной вот этой схемы, которую утверждает уполномоченный орган. И также они самостоятельно сдают в орган кадастрового учета. То есть вы не ходите, не сдаете в кадастровую палату самостоятельно. За вас это все будут делать специалисты уполномоченного органа. У меня такой вопрос. Могу ли взять участок для индивидуального строительства дачного участка? Вот такой у меня вопрос. Здравствуйте, Александр Анатольевич. Вы можете любой вид выбрать, разрешенный использование земельного участка. Главное, чтобы он, если он находится на территории, там, где установлено градостроительными документами зонирование и установлены правила землепольной застройки, то единственное ограничение вы должны выбрать по тем видам, которые установлены в соответствии этим документам. А в любой территории все виды открыты, которые не запрещены законом. Я подала заявление на участок, но передумала, как мне быть. Здравствуйте, Айдар Руслановна. Если вы на любой стадии передумали и хотите отозвать свое заявление, у вас есть такая возможность. Если вы сдали ее на бумажном носителе, вам достаточно будет написать заявление об отзыве вашего заявления. Если вы подали через ФИС-систему, то там есть кнопочка «Аннулировать заявление». Она доступна и активна до стадии, хоть до стадии договора, когда вам направлен уже договор. То есть у гражданина есть свое право на любом этапе передумать, осмыслить и, возможно, даже отказаться, аннулировать свое заявление. Скажите, а этот гектар в собственность дается бесплатно? Здравствуйте, Владимир Павлович. Земельный участок по истечении 5 лет, по вашему выбору, собственность или в аренду, собственность он будет передаваться абсолютно бесплатно. Я хотела бы взять гектар, даже 3 гектара на себя и на своих детей. Но для того, чтобы воспользоваться участком, я не знаю, я бы хотела, конечно, просто хотя бы для начала посадить там картошку. Но я боюсь, что могу попасть в лес. Как мне это узнать заранее, куда я могу попасть или в лес? Есть ли подъездные дороги к этому участку? И возможно ли там вообще это сделать, посадить картошку? Вот. Как это можно будет узнать заранее? Спасибо. Яна Егоровна, здравствуйте. Действительно, самым один из, наверное, живых вопросов будет то, что все задают этот вопрос, как я могу узнать, есть ли там подъездные пути и каково состояние почвы. Здесь вопрос, как бы он открытый, потому что подъездные пути у нас, они регулируются градостроительными документами. А если мы в особенности этого закона идем, то у нас как бы регулируется без градостроительных документов возможность подачи заявления по гектару. Соответственно, мы уже не смотрим на граддокументацию, и подъездные пути здесь не учитываются. Они должны уже быть учитываться самими заявителями. Ну и есть как бы законом предусматривается сервитуты. Поэтому в дальнейшем будет, наверное, так происходить. А по состоянию почв здесь как бы никто аналитику по качеству почвы, наверное, тоже никто делать, наверное, и давать какие-то анализы, наверное, будет сложновато. Поэтому, когда выбираете именно тот же участок, самостоятельно съездить, убедиться, здесь возможно ли будет расти овощи, либо сельхозпроизводство. Возможно ли какие-то условия, вам нужно. Рекомендуем съездить и посмотреть на участок до оформления земельного участка.